Ассаламу алейкум, дорогие зрители, с вами программа «Неделя», я Ислам Ишов. В этом выпуске. Глава региона проинспектировал главные стройплощадки города. Как меняется облик чеченской столицы. Главное путешествие каждого мусульманина. Первая группа паломников из Чеченской республики вылетела в хадж. Лучшие из лучших. Представители Чеченской республики стали победителями и призерами всероссийского конкурса молодых алимов и хафизов. Рамзан Хаджи Кадыров посетил Абу-Даби, где побывал на свадьбе сына чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов Российской Федерации Мухаммеда Ахмеда Аль-Джабера. Приняли делегацию Чеченской Республики с большим радушием. Мухаммед Ахмед Аль-Джабер познакомил главу региона со своей семьей. Чеченский лидер подчеркнул, что посол всегда остается на связи и оказывает всестороннюю поддержку. Это человек, пользующийся заслуженным уважением как в Объединенных Арабских Эмиратах, так и в Российской Федерации, подытожил Рамзан Хаджи Кадыров. Рамзан Хаджи Кадыров вместе с мэром Грозного проинспектировал несколько важных стройплощадок. Сначала проверили, как возводится новый правительственный комплекс, после чего глава региона отправился на улицу Асланбека Шарипова, где идет расширение и модернизация инфраструктуры. Подробности в следующем сюжете. Правительственный комплекс в Грозном строится с прошлого года. Основное здание уже завершено, сейчас ведутся работы по отделке фасада и благоустройству прилегающей территории. С инспекцией на площадке побывали Рамзан Хаджи Кадыров и мэр города. شوح ريمونت شاش بلش أبيض شبوك أخواتنا وسروق سنتابر يردال مولا سنتابر عيجي آخره سير سوا وش سرتزي مدرستوي اشتوتي حوشون كتاع проблема что надо أخواتنا وسروق سوا يردو. В новом комплексе создадут все условия для эффективной работы различных ведомств. Масобе ваше министерство шанцан есть выездил, ваш главный вход да диалог. Конгресс уже диалог. Им трудно. Правительство чувак ремонт шпонж. Арне расширит четыре полоса рвора, что добьет четвертого аршер будет я пешеходшин так. Это справа, ора воздичный, на хокшаешь воздичный, что зеленый боби. И лента полная разобрать. Следующей точкой инспекции стал Конгресс-холл, расположенный неподалеку. В здании предусмотрены два просторных зала, которые смогут вместить до 6 тысяч человек одновременно. Чуах шаек вышел подземный чуаха, шаек технические помещения, парковка, массу вышел, шаек помещение, что подвал чуах, обслуживающий цел, шаек персонал, первый этаж, да, яхты зал, второй этаж, да, мало зал, сухой, еще второй этаж. Глава республики также проверил ход работ на улице Асланбека Шарипова. В рамках реконструкции здесь возводят железобетонный путепровод протяженностью 450 метров. Полный свай что атуха, инцетун основание кетчена, уж халуч больше, инцаруан гушал арбалкнаш, шташ чаксагуш что любишь. Это полный дает на юче, мела открытый хол, современный холиз, интересно хол так, шаги усиленно шехел мы ездим, он из что-то обо, дабуич больше. Свай 400 свай. Каждый это был что свай 400 свай, оптоха. 450 метров длина его бутерброда. Завершающим этапом инспекции стал мост Войкова. Его реконструкция идет полным ходом.
Дальше свои что это, ну, когда что-то было больше, то bagulho что было, что мы это лайк еще заказать, ино из нас, шарики, график, целый шабуха. День город кача. 5 октября кача, шада када. Интересно. Октябрь, следующий октябрь мы начали. Октябрь вала. هذا توشين شريبة ومالا هذا شريبة ولا هذا شادك بيلشتوكش عشان وصلوا ينولش سونا عيسانا وبرو ماروتي عيسى فيش نكتب شين فيديو يخشب Глава региона остался доволен результатами проверки. Все объекты планируется сдать уже осенью этого года. Ислам Ершов и Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». В Грозном состоялось торжественное открытие универсального спортивного комплекса. Он расположился в Ахматовском районе по улице имени Бувайсара Сайтиева. В церемонии принял участие глава региона. Подробности далее в сюжете. В новом универсальном спорткомплексе созданы идеальные условия для занятий спортом. В торжественной церемонии открытия принял участие глава региона. Поприветствовал собравшихся министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. В последние годы Чеченская Республика добилась значительного успеха в развитии физической культуры и спорта. Они достигнуты благодаря усилиям главы Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и успешной реализации федеральных программ. Сегодня мы делаем очередной важный шаг в выполнении стратегических задач, поставленных главой региона, развитие олимпийских видов спорта и создание условий для воспитания чемпионов. Мы с гордостью открываем универсальный спортивный комплекс, который станет центром подготовки по фехтованию и боксу, сразу двумя олимпийскими видами спорта, а также местом проведения тренировок, оздоровительных занятий и соревнований высокого уровня. Рамзан Хаджи Кадыров поздравил всех с открытием центра. Он отметил, что новые спортплощадки открываются регулярно. Это делается, следуя заветам Ахмата Хаджи Кадырова. Каждый день добавил спортивный объект, и делает там буду, а мы зачем, а мы зачем, он не знал, думаю, что он так зовут, он говорил, именно спортивный развитие, центральные условия создавать, еще дать, что-то он спортный, чемпион. Actual dawn, шли, что такое скрепленный, да, молодой, ой, молодой, кина, будно, холодочка, язычка, царь возможность слушать, он около, где около, и заочно, кина, скрябешно, а говорит, да, говорит, да, молодой, что что. Перерезав красную ленту, гости осмотрели комплекс. Зритель 350 посадочных. Зритель желан, хауса, мероприятия провести. Что метро, ага, это площадка. وين رجعنا وين بسبلكاسن سبتنا قاهيج متوش متقاس ага, лака, гушега, вип-зона. Мероприятия. Универсальный спортивный комплекс построен в рамках федерального проекта развития физической культуры и массового спорта. Он будет работать как учебно-тренировочный центр, где будут обучать фехтованию и боксу, а также проводить соревнования высокого уровня. Хава Айдамирова, Юсуп Ижиев, Асхаб Керимов при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». Первая группа паломников отправилась в хадж из аэропорта Грозного. Их провожал и советник главы региона муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев. Все расходы на поездку и пребывание взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Подробнее в сюжете Хава Айдамировой. Впервые в жизни эти верующие отправятся совершать паломничество в Мекку. Всего в этом году Чеченской Республике выделено 3500 мест для совершения хаджа. Провожать первую группу паломников приехали родственники, друзья и советник главы Чеченской Республики муфтий Салах Хаджи Межиев. Он пообщался с паломниками и дал напутствие.
دوحرة ومخكرة أخشرها حاجة تبيعش بولنا نبيلوش بو مصو شرها ويبتش رمضان عشان ده العال شوال زق ومخنا أيمان عايش سار بوصبني دوق محستر خشرة إشت تحكيمة دزين بولش بولناخ حاجة دينا بوش بول حاجة تبخ ترو يوش بوش بولناخ غولا بينا حاجة تبغوش بو يرى بوصبناهن بوق بوش بوصبنا دقنش دقي ديدش سار حاجة العمرة تيدوش حاجة العمرة درلسو بايمر صلى الله عليه وسلم زيرش تيدوش أصيب أنا بوق بول بوير بوق بول خل عشبات قد سيج نعبان بوش بول حجوي عمرة تشبش بايمر صلى الله عليه وسلم زيرش دش سيجا بوصبنا دش توش عبادة مسو زمان شوها ياز يشيال يو إتايب أتو بر بوصبنا دوق حاستر بوصبنا حش توش در اور شرح ناخ حاجة لديش عمرة لديش حاجة لديش عمرة لديش أصيبن باش بالبولخ إذا دال شاتونا بيخم زبيتشي أدمشكا بيخم بالر بوش بول باتز وزغلوش دال ديكنز بيخم بايل ويمخنا أنا أيماني عجنة ويمخدين ويباتشا رمضان عجنة دال ديكنز بيخم بايل دال قبول ساعة دايل. Ежегодно за счет регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова сотни людей получают возможность полететь в Мекку и совершить один из обязательных столпов ислама. Малика Тимир-Султанова не так давно побывала в Умре, а сейчас появилась возможность совершить большой хадж. Для нее это самый большой подарок, признается Малика. دوق حجدا يغلي حلغر أمرتي غنيستلا سجوخ تعتام شندال صوخ درتيني صغي غنيال ال دوق دلين شخين عيغر نيستلا دوحر أمرتي وغن حجدا وغرج أو خصخل شخلا كنت سوي ميش قوتشاغوش ميش يداغوش تكبو آخر يول دوق ويلاغوش تعتام شن دوق قيش تيب دوقين سدوحر يدشع حجدا يدشغل قيش تيب خير دري خاصل سيدوق. За счет средств фонда паломники первого рейса обеспечены комфортными условиями проживания, полноценным питанием и удобным передвижением до всех пунктов назначения в Саудовской Аравии. Хава Айдемирова, Юсуп Эжиев, Ибрагим Батаев. Неделя. По приглашению советника главы региона муфтия Салаха Хаджи Межиева в Чеченскую республику прибыл всемирно известный богослов и признанный эксперт в области исламского имущественного права шейх Мухаммад Таки Усмани. В рамках визита он провел лекции, посвященные вопросам исламского коммерческого права и финансовой системы, а также встретился с представителями духовенства и научного сообщества. Обо всем подробнее далее в сюжете. Этот визит не просто событие, а дар для всех, кто ищет путь к Всевышнему и хочет укрепить веру. В аэропорту имени Ахмата Хаджи Кадырова шейха Мухаммада Таки Усмани тепло встречают представители духовенства. Шейх признается, что давно мечтал побывать в республике и рад этой возможности. Здесь я проведу около 3 дней. У нас запланировано несколько мероприятий. Я встречусь с богословами этой республики. И я очень горд и очень счастлив, что сегодня смог посетить эту республику, которая всегда, как я уже говорил, была моим желанием и мечтой раньше. И я благодарю Всевышнего Аллаха, что Он позволил мне посетить сегодня Чечню, Чеченскую республику и эту страну. Пусть Всевышний сделает наш визит благословенным. В Духовном управлении мусульман Чеченской республики шейх прочитал лекцию об исламском коммерческом праве фикх аль-мумалят. Это направление, где религия помогает решать вопросы бизнеса и экономики. تخنا ومخ مفتي صالح حجسة قيقنا قزيبي أن الدنيا يقرأ بقيج علمنا خخات علم استقو إسلامسكي فينانس بوخشلش تيمي حقيت أيحكي أقر ألسم ووشورك وإز دنيا يقرأ علم استقو باكستاني رأوش سيرة قز مفتياتي лекция ютим таган лерин таган лекция дүйч терге основы исламского коммерческого права алдарду риба ахдуэздерге риба бохуркуду цун опасность твою. Визит расписан по часам. Уже на следующий день шейх выступил перед студентами Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова. Он просто и ясно объяснил, как работает исламская финансовая система и почему она важна сегодня.
Темой нашей лекции сегодняшней будет очень важная тема, представляется очень важная тема не только для мусульман, но и для всего человечества. Это тема исламских финансов. И прежде чем начать эту тему, шейх начал с аята, который он привел, слова Всевышнего, о те, которые уверовали, входите в ислам или в повиновение полностью и не следуйте за путями шайтана. Несмотря на то, что Всевышний знает, что мы веруем, что мы являемся мусульманами, мы веруем в Всевышнего и в его предписания, тем не менее Всевышний повелел мусульманам, чтобы они вошли в ислам или в повиновение полностью. Организовать приезд такого авторитетного богослова помогла личная поддержка главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова. Для него развитие исламского образования и духовных ценностей – один из главных приоритетов. Визит шейха Мухаммада Таки, признанного ученого в области исламского имущественного права, стал значимым событием для мусульман Чеченской Республики. Он помог глубже понять, как шариат регулирует вопросы собственности и финансов. Ломали Мусаев, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. Представители Чеченской Республики стали победителями и призерами 22-го всероссийского конкурса молодых алимов и хафизов памяти Саидбека Даитова, который прошел в Дагестане. В состязании приняли участие более 200 человек из разных регионов страны. В номинации «Хифз», посвященной чтению Корана наизусть, первое место занял Мухаммад Халимов, выпускник школы хафизов имени Зелимхана Кадырова из села Ахмат-Юрт. А третье место досталось Ахмеду Дадаеву, ученику Аргунской школы хафизов имени Табарик Байсултановой. Подробнее об этом в сюжете Халимат Шахидовой. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ. Эти аяты священного Корана читает Мухаммад Халимов. В марте этого года, в благословенный месяц Рамадан, он получил почетное звание хафиза, а ему всего 13 лет. Не прошло и 3 месяцев, как Мухаммад уже стал победителем всероссийского конкурса на знание Корана среди хафизов. Мероприятие состоялось в Хасавюрте и включало несколько номинаций. В нем приняли участие более 200 человек из разных уголков страны. Призом за первое место стал автомобиль. Узнав о победе, Мухаммад думал только о том, как обрадуются его семья и учителя. Мухаммад – ученик школы хафизов имени Зелимхана Кадырова, села Ахмат-Юрт. Это не первый случай, когда воспитанники этой школы занимают лидирующие места на крупных конкурсах. Его учитель Аюб Бипиев работает здесь уже 6 лет и отмечает, что такие успехи возможны благодаря слаженной работе педагогов, воспитателей и родителей учеников. حيغر غوشي دقة بولش وسبيتاتلش بيش بالبلخ وسبيتاتلش بوش دقة بولش أقطون تهوهتن والشول عثمان تدرج حنوها خوش قايشن باتر جهدو قيت تيخ جديش ديك هو خيردو حوش اشتحني عن جماعة عن كوللективе بيش بالبوطات. Третье место на конкурсе занял еще один хафиз из Чеченской Республики Ахмед Дадаев, ученик Аргунской школы хафизов имени Табарик Байсултановой. Для него это не первое участие в подобных соревнованиях, но финал он прошел впервые и был искренне рад этому. В награду за 3-е место он получил денежное вознаграждение. Ахмед уверен, что такие конкурсы помогают лучше запоминать Коран. دا قنية تنبين حتى يرقص وقر تليفون فينال ولا قان وغوي شوية حلقة يدون يجي قد نقول شوي كونكورس تاق حلقة يدون كي تمش بيش حلقة شرع ونيستك حلقة شرع أس متك تيقدس أشبك يقن سأوتشيتل سحيغر وجبرال صبر الجبرال وسأوتشيتل تونس عندك بالغ بيشهور دين حتوسك تجد مخرج سيول أشبك حقوش سويتان بالغ بيش حوق شوري. Ахмеду всего 12 лет, и менее чем за 2 года он выучил весь Коран наизусть. Сейчас он повторяет суры, чтобы закрепить знания. Его учитель Джабраил Сабуралиев называет его одним из самых способных мутаалимов.
ديك شاق أحيوك وشنيك وإنسان وشنيك شاء إنسان متعلم شاء أو كز كل خلام هولش بابوش ديال أنا أو كز جوابوش. Всего в регионе 9 школ хафиза. В течение 3 учебных лет их ученики ежедневно изучают священный Коран. За годы работы эти школы подготовили более 2000 хафизов. Халима Шахидова, Юсуп Ижиев, Асхаб Керимов. Неделя. Число паломников в святые места в этом году уменьшилось на 500 тысяч человек, а в Азербайджане могут возвести точную копию Каабы. Об этих и других новостях в нашей рубрике «Умма». Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж появился на Каннском кинофестивале в футболке с именами 4986 палестинских детей, погибших в Газе, и призывом «Остановите Израиль». В рамках фестиваля он представил документальный фильм «Человек за 6 миллиардов долларов». Историю своей жизни и борьбы за свободу информации. Этот жест прозвучал особенно громко на фоне эскалации конфликта. По данным палестинских источников, число жертв уже превысило 175 тысяч человек. Во Владимире неизвестный напал на врача-эндоскописта Михаила Большакова, и в соцсетях мгновенно распространилась версия о мести мусульманина. Якобы атака связана со старым постом медика о пациентке в никабе. Однако сам врач опроверг слухи. Агрессор оказался пациентом славянской внешности, а связь с прошлыми публикациями надуманной. Это уже не первый случай, когда провокационные фейки об исламе разжигают ложное возмущение в ультраправых пабликах. В этом году число паломников уменьшилось на 500 тысяч, включая на 2750 квот меньше для верующих из России. Духовное управление мусульман Российской Федерации ведет переговоры с саудовскими властями, чтобы смягчить последствия сокращения. Несмотря на урезание квот, первые группы российских мусульман уже отправили в священные города Мекку и Медину. Азербайджан может построить копию Каабы. Депутат Гудрат Гасангулиев предложил создать точную копию святыни рядом с пещерой Эсхаби Кехф в Нахичевании, месте, связанном с кораническими преданиями. По его замыслу, Саудовская Аравия могла бы передать Азербайджану одно из использованных покрывал Каабы для придания проекту сакрального статуса. В отличие от оригинала в Мекке, доступ к которому ограничен, новая Кааба должна быть открыта для всех мусульман. Однако остается вопрос, как отреагирует Саудовская Аравия и исламский мир на появление второй Каабы. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. Телерадиокомпания «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова наградила воспитанников Центра культурного развития города Грозного благодарственными письмами. Дети приняли участие в радиопроекте «Детям об исламе», посвященном духовно-нравственному воспитанию. Также они записали аудиокниги для проекта «Динан Серло», подготовленного Духовным управлением мусульман Чеченской Республики. Цель проекта – приобщение подрастающего поколения к исламским ценностям и традициям. هون الشيء تقبقشنا خا تقيجين ديوش شينا حات قبيرش ليرين شينا دو يجين ديوش شينا حات عشاكي برخول دلا بيري متخولوني إذا تقديوش شينا حا لدوش البيري تقبقش يردقة قيتيز هم أتصالات تقهقرة أنقى حيجي تقهقرنا ديل ريزة خيل ديل دي كان سبيل خمبول تقهقرنا وي كده يرو أعمد حاجات أرخ البوت تلراديو كامباني اشتوي بوصل دين أرخليت أرخ تقبرك لكي غطلوشة تقهقر بنش بلخ مخ خادوشة تقشتحقول ديل دوي. В Грозном завершился финальный этап кейс-чемпионата по предпринимательству, прошедший в рамках масштабного проекта «Пора предпринимать». 60 начинающих предпринимателей и студентов, прошедшие предварительные этапы, соревновались в решении реальных бизнес-задач. Хава Айдамирова расскажет подробности. «Пора предпринимать» – это программа, направленная на поддержку и развитие молодежного предпринимательства. Участники проекта – студенты и молодежь Чеченской Республики, заинтересованные в начале своего дела. 300 участников получат необходимые знания и навыки для запуска и ведения бизнеса.
Участникам финального этапа дали всего час на анализ сложных бизнес-кейсов и предложение эффективных решений, максимально приближенных к реальным условиям ведения бизнеса. Их работу оценивает компетентное жюри, в состав которого вошли признанные эксперты в области предпринимательства. Сегодня у нас прошел суперфинал кейс-чемпионата по предпринимательству. Данное мероприятие реализуется в рамках проекта «Пора предпринимать». Это комплексная программа, направленная на развитие молодежного предпринимательства на территории Чеченской Республики. Основная цель проекта – это сформирование предпринимательских компетенций у нашей целевой аудитории посредством развития их предпринимательских компетенций, аналитических, практических навыков ведения бизнеса. Оценка основывалась на способности конкурсантов к анализу, стратегическому планированию и принятию решений в условиях ограниченного времени и неполной информации. Жюри уделяло особое внимание креативности и реалистичности предлагаемых решений. На мой взгляд, кейс-чемпионат – это отличная возможность для студентов выйти за рамки теории и попробовать себя в решении реальных бизнес-задач. Именно вот в таких форматах рождаются новые идеи, появляются какие-то нестандартные смелые решения, ну и, конечно, выявляются будущие лидеры отрасли. Поэтому для меня большая честь сегодня быть частью этого события и наблюдать за тем, как формируется новое поколение предпринимателей Чеченской Республики. Для участников чемпионат стал отличной возможностью заявить о себе, познакомиться с потенциальными партнерами и наставниками. По словам конкурсантов, участие в подобных мероприятиях позволяет получить бесценный опыт, который пригодится в дальнейшей предпринимательской деятельности. Я увидел объявление о том, что вот проходит конкурс, решил поучаствовать и часть тут прошел. Вот сегодня я нахожусь здесь на суперфинале. Сам конкурс довольно-таки очень интересный, сами задания тоже. Посмотрим, что из этого получится. Это был. Торжественное награждение победителей состоится 29 мая на масштабном форуме, где соберутся представители власти, инвесторы, эксперты и успешные предприниматели. Тройка лидеров получит денежные вознаграждения, кубки и годовое сопровождение бизнеса от Центра развития предпринимательства «Единство». Хава Айдамирова, Саид Ибрагимов, Асхаб Керимов. Неделя. В лицее Кван состоялась математическая игра среди школьниц. За звание лучших соревновались 27 команд из разных уголков Чеченской Республики. По итогам конкурса были определены 3 победителя, получившие денежные призы. Подробнее в сюжете Хавы Ахмадовой. Торжественное открытие региональной математической игры для девочек Эзернашмехкари начинается с напутственной речи ведущей. У нас сегодня особенный день. День, когда мы открываем настоящий праздник ума, логики и смекалки, посвященный королеве всех наук – математике. За звание лучших соревнуются 27 команд, учащихся 4-7 классов. Каждый по 4 человека, и у них есть 1,5 часа, чтобы решить все задания. Команда решает 4 темы по 6 задач. Сдавать можно в любом порядке, но на каждую задачу только одна попытка. Со всей Чеченской Республики съехались лучшие юные математики, прошедшие отбор для участия в конкурсе. Сейчас они сосредоточенно решают задачи, волнуясь и надеясь на победу. На этот конкурс меня направила моя учительница математики Селима Резвановна. Я уже давно, я уже давно люблю и занимаюсь математикой. И это для меня уже возможность, и я решила за нее зацепиться. Про этот конкурс я узнала от своей учительницы по олимпиадной математике Саяны. Я очень люблю математику, так как я люблю считать, решать всякие задачи и вообще думать с головой — это очень круто. Этот конкурс, тут очень много детей, как я, и мне кажется, это очень огромная честь, что я сюда попала. По итогам игры объявили победителей. Ими стали ученицы гимназии номер 5 города Урус-Мартан, МЦО имени Ахмата Хаджи Кадырова города Грозный и Гудермесской средней школы номер 7. Победители получили денежные призы в размере 20 тысяч рублей и скидочные карты от партнеров. Также по итогам конкурса определили еще 5 призеров. Они получили по 4 тысячи рублей и сертификаты. Команда получает также сертификат, 120 сертификатов по 1500 рублей, но в общем это 3000 рублей, а также денежный приз и блокноты от партнера. Помимо основных наград, участников отметили в специальных номинациях.
Команда «Пифагор» из лицея «Квант» победила в номинации «За волю к победе» и получила сертификат на 1500 рублей от ресторана-партнера. А самая юная команда, представлявшая школу села Белготой, была награждена денежным призом в 5000 рублей и скидочной картой. Хава Ахмадова, Имам Юсупов, Асхаб Керимов. Неделя. В Чеченской Республике побывал известный итальянский пианист, блогер и телеведущий канала «Пятница» Лоренцо Баньятти. Он принял участие в медиапроекте «Кавказ подо мною», реализуемом агентством «Безграничные» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках проекта, направленного на раскрытие туристического потенциала Северного Кавказа, Лоренцо погрузился в чеченскую культуру. За время пребывания в Грозном он смог не только познакомиться с культурой и традициями, но и сформировать впечатления, которыми поделился на пресс-конференции, которая прошла в стенах ЧГТРК «Грозный». Если для русских, например, звучание итальянского довольно близкое, потому что нет в итальянском букв, которых нет, то есть которых нет в русском языке, да? А для итальянца, мне кажется, в вашем алфавите, да, много новых звуков, звучаний, поэтому, с одной стороны, очень сложно, кажется, с другой стороны, завораживает. Поэтому я не скрываю, что хотелось бы выучить больше фраз, больше предложений, кто знает. Возможно, один день у меня получится немного с вами поговорить. По всей стране стартовали основные государственные экзамены. Первым предметом, который сдавали учащиеся в Чеченской Республике, стал иностранный язык. Этот экзамен состоит из двух частей – письменной и устной. О том, как проходит этот важный этап для выпускников 9 классов, подробнее расскажет Халимат Шахидова. С утра у ворот школы чувствуется атмосфера волнения. Учащиеся 9 классов собираются на свой первый экзамен по иностранному языку. У них при себе только паспорт и ручка. По желанию можно взять и воду, но она должна быть без этикетки. Все, давай сюда. Паспорт оставляй. Ручки возьми. Все, заходите, девочки. Учащимся дается 2 часа на экзаменационную работу. Иностранный язык разделен на 2 этапа. Сегодня письменная часть, а через день устная. Можно выбрать один из нескольких иностранных языков. Длится экзамен 2 часа. На нашем пункте заявлено 163 выпускников 9 классов. Явка 100%, дети настроены положительно. Первым с экзамена вышел Мансур Намаев. Английским он занимается уже около 3 лет и в будущем хочет стать переводчиком. Как отмечает Мансур, он старался сохранять спокойствие, поскольку из-за волнения чаще допускаются ошибки. Я занимаюсь английским более 3 лет и дается он мне очень легко. Профессию выбрал переводчик. Отец говорил мне, не надо волноваться, а то забудешь все. Поэтому я пришел уверенный. Поддержать выпускников пришли их родители. Дочь Пятимат Саидовой учит несколько языков и хочет стать полиглотом. Именно поэтому она выбрала этот предмет. Пятимат полностью поддерживает свою дочь в ее начинаниях. У меня дочь сдает экзамен в первый раз, и я пришла ее поддержать. Она выбрала английский язык, так как увлекается языками. Немножко нервничаю, но думаю, что все пройдет хорошо. Английский язык, так как она увлекается языками, знает арабский, английский, турецкий язык, хочет еще в дальнейшем изучать французский, возможно, китайский. И в будущем хочет стать полиглотом. Результаты экзаменов девятиклассники получат не позднее 1 июня. Тем, кто по уважительным причинам не смог присутствовать, будет предоставлена возможность сдать его в резервные дни. Халимат Шахидова, Сайтами Ибрагимов, Ибрагим Батаев. Неделя. В Грозном состоялась благотворительная акция для детей-сирот и детей-участников специальной военной операции. Она прошла в парке Материнской славы и была организована общественной организацией «Даймох». Для юных гостей подготовили насыщенную развлекательную программу. Аниматоры провели подвижные игры и конкурсы, а также накрыли столы. بارك ماتريسكي سلاوة أيماني حاجة إرخيوش بارك داخندو شون مجري هو بيري سمو أدو أخشت خزاحة مصو تير سمو دوج وأتركتونج مصو بسبلاتنا شيمتو خزاحة سفر غد داخن سمو داخن إبيرش كوارت نجا وي مخك عياش مروجنشيو أيزبرغوت مرزوات إمروجنشيو أيش إبيريا دوق يوتشدو قيدان مولع. В
Чеченском государственном педагогическом университете прошел педагогический интенсив «Лучшие образовательные практики вузов». В мероприятии приняли участие преподаватели, студенты и руководители педагогических вузов из Чеченской Республики и других регионов. Участники обсудили актуальные вопросы педагогического образования, обменялись опытом и представили современные методы подготовки будущих учителей. В рамках программы прошли мастер-классы, методические сессии, открытые занятия и тематические дискуссии, направленные на внедрение инновационных подходов в образовательный процесс. Интенсив стал площадкой для развития профессиональных компетенций и расширения образовательных горизонтов. На сегодняшнем интенсиве, что было полезно для региона, в частности для Иваново, это поменяться теми практиками, которые сегодня были представлены. С одной стороны, Ивановская область представляла практику, как объективно оценивать студентов, которые заканчивают университеты. А с другой стороны, нам было важно посмотреть на практику, например, педагогическую мастерскую или мастерская, связанная с эковерситетом, как формировать экологическое сознание, правильное сознание, как системно-деятельностный подход реализуется через студентов, которые потом придут в педагогическую деятельность. Это были главные новости к этому часу. Благодарим, что были с нами. До встречи в следующем выпуске программы «Неделя». С вами был Ислам Ершов.